Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем встречи из серии рояля «Волшебные звуки». И сегодня хотим представить музыку из балета «Чиполлино». Этот балет родился по мотивам сказки итальянского писателя Джанни Родари на музыку российского композитора Карена Суреновича Хачатуряна. Эта история о приключениях веселого мальчика Луковки покорила сердца многих детей мира. Давайте вспомним, как это было. Так как действие происходит в Италии, все начинается с тарантеллы, которая передает веселое и солнечное настроение жителей сказочного города, где живут овощи и фрукты, которые так напоминают людей. Общий радостный танец прерывается появлением полицейских с сеньором Помидором, которые объявляют, что вскоре прибудет сам принц Лимон. Принц издал новый закон. Каждый должен платить за то, что ему светит солнце, что идет дождь и веет ветер. Народ возмущен. В образовавшейся давке Чиполлино наступает Лимону на ногу. Охрана в негодовании. Бунтовщика необходимо наказать. Но он исчезает, и стража арестовывает старого Чиполлоне. На площади остается Чиполлино с друзьями, которые стараются утешить расстроенного мальчика. Горюют не только в семействе луковиц. Тыкве тоже нелегко. Он сам не может построить себе домик, и жители города во главе с Чиполлино помогают ему в этом.
Помидор с двумя стражниками пытается помешать строительству домика тыквы. Но не так-то просто справиться с ловким Чипполлино. Посрамленный помидор вынужден отступить. Друзья достраивают дом и весело танцуют.
Однако гвардия принца Лимона разрушает домик тыквы. Бедный старик в отчаянии. Чиполлино решает отомстить обидчикам. Он вместе с подружкой Редисочкой идет во дворец, чтобы разыскать подземелье, где Лимон заточил старого Чиполлоне. В пути они встречают Вишенку, которому тоскливо и одиноко жить во дворце. Веселый Чиполлино сразу завоевывает симпатию Вишенки, и вот они уже друзья. Добрый Вишенка проникается сочувствием к горю Чиполлино и обещает помочь освободить отца. Но помидор начеку. Разгадав план Чиполлино, он пытается схватить его. Во время безуспешной погони неуклюжий помидор теряет ключ, который тут же подбирает Вишенка. Бал у графинь Вишен. Гости во главе с принцем Лимоном исполняют каждый свой танец. Во время танца Вишенка симулирует головокружение и, незаметно отойдя в сторону, передает ключ Чиполлино, притаившемуся в кустах. Чопорные танцы продолжаются, а в это время Чиполлино освобождает отца и других узников.
Вдруг Помидор с ужасом замечает открытую дверь темницы. Принц Лимон приказывает поймать Чиполлино. Пытаясь оторваться от преследователей, Чиполлино показывает чудеса быстроты и ловкости, но силы не равны. Чиполлино схвачен и брошен в подземелье, а в это время в замке тихо. Вишенка и красавица Магнолия разыскивают Чиполлино. Магнолия своим пьянящим запахом усыпляет стражников, и Вишенка, связав их, освобождает Чиполлино. Принц Лимон решается на крайние меры. Силой и оружием он заставит покориться народ. Вооруженные до зубов гвардейцы принца выкатывают пушку и стреляют. Но что такое? Вместо смертельного ядра из пушки вылетают воздушные шары, цветы, и площадь становится очень нарядной. Отдача же пушки так сильна, что сметает с лица земли и принца, и всю его гвардию. Оказалось, проказнику Чиполлино удалось подменить ядро. Народ веселится. Лишь бедный тыква одиноко грустит. Он так и остался без дома. Веселый Чиполлино приглашает друзей принять участие в постройке нового дома для тыквы. И так все теперь довольны и счастливы. Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша встреча. Мы желаем всем добра и мира. До новых встреч!